Ты святый, я Тебе прагну. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю всіх, дорогі брати і сестри. Сьогодні Костел має надзвичайну неділю. Эта неделя называется неделя Гаудете. І сьогоднішня антифона на уваход каже нам: радуйтеся завсёды у Пану. Я ще раз скажу, радуйтеся, Пан близько. Неделя Гаудете, Гаудете тлумачиться з латинської мови як радость. Тому сьогоднішня неділя радості, дорогі брати і сестри, надзвичайно, бо незадовго кожен з нас буде святкувати народження нашого Пана Ісуса Христа. Тому особливим чином, дорогі брати і сестри, ми повинні радуватися. Бо завсёды можемо прийти до костела вельми смутними, позираючи тільки один на одного, думаємо про нечто свої клопоти і стреси. Але сконцентруйтесь сьогодні на святої мші. Убачте сьогоднішнього Бога, який надиходить, і узрадуйтеся. Радость – це велика приємність. Тому закликаю кожного з вас сьогодні об радості. На початку святої мши, дорогі брати і сестри, дорогі дітки, подумаем, да, за кого хотим сегодня помолиться. Особенный способ, да, задумаемся сейчас на секунду, за кого мы очень особенно помолиться. Я спроводу на святейшую ахвяру за померлых. Шавела Янину, у другую годовину по її смерті, Генриха Віктора, Тадеуша, Юхневич Янину, Тадеуша і усіх померлих святих сімей, просячи доброго Бога, ка пробачив усі грехи і увел в Царство Небесное. Перепросим теперь Пана Бога за наши грехи. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что вершили думкой, словом, и замерпали. Моя вельми великая вина. Прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх аньолов і святих, брати і сестри, моліться за мене та Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами, Пане. Пане, змилуйся над нами, Пане. Христе, Христе, змилуйся над нами, Христе. Христе, змилуйся над нами, Христе. Над нами, Пане, Пане, змилуйся над нами, Пане. Пане. Молимся. Боже, Ти бачиш, з якої віри наш народ Твой чекає свято народження Пана, да поможи нам подрихтовать наше серце, как мы с радостью и хваляванием святковали таємницю нашего збавлення, прос Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и володарит у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги пророка Софонии. Радуйся, дочка Сиона, триумфуй, Израиль, веселися и радуйся от усього серця, дочка Єрусалима. Отменил Пан присуд над тобой, прогнал ворога твоего. Пан, король Израиля, посеред тебе, уже больше не упадешь зла.
У той день скажете Єрусалиму: не бойся, и Сиону, нехай же не слабнуть руки твои. Пан Бог твой сирот тебе, могутный, и Он збавить, буде вельми радоваться тебе, узрушенный у любови своей, будет тешиться тобой у веселости, як у святочный день. Это Слово Божие. Великий сирот тебе, святый Израиля. Великий сирот тебе, святый Израиля. Вось Бог мое избавление на Его, сподеюсь и бояться не буду. Бо Пан моя моц и моя песня, и Он стал моим избавлением. Великий сирот тебе, святый Израиля. Прославляйте Пана, закликайте имя Ягонае, и обвяшайте сирот народа справы Яго. Нагадывайте, что узнесло имя Ягонае. Великий сирот тебе, святый Израиля. Спевайте Пану, бо Он учинил великие речи. Обвестите это по всей земли. Веселись и радуйся, жихарка Сиону, бо великий сирот тебе, святый Израиля. Великий сирот тебе, святый Израиля. Читання послання святого апостола Павла до Філіп'янаў. Браты, радуйтеся заўсёды ў Пану. Яшчэ раз кажу, радуйтеся. Лагоднасць ваша няхай будзе вядомая ўсім людзям. Пан блізка. Ні пра што не турбуйцеся, але ў кожнай малітве і мальбе з удзячнасцю адкрывайце вашыя просьбы Богу. І спакой Божы, які пераўзыходзіць усялякі розум, будзе аберагаць сэрцы вашае і думкі вашыя ў Хрысце Езусе. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дух Пана Бога на мне, бо Пан намасціў мяне, абвяшчаць добрую навіну убогім. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Приглашаю сейчас всех деток сюда ближе. Кто есть? Как-то маловато вас сегодня. Не прячемся возле мамы, да? Приходите сюда, все ближе. Дорогие детки, сейчас услышим Евангелие. Очень важно надо послушать. Сегодня Иоанн Креститель, сегодня каждый из нас узнает, как приготовить свое сердце, да, к приходу Пана Иисуса. Внимательно послушайте, сегодня святой Иоанн Креститель нам подскажет, как приготовить наше сердце к приходу Пана Иисуса Христа. Послушаем внимательно. Пан с вами. Читание святого Евангелия паводле Луки. У той час, калі Ян навучаў над Ярданам, пыталіся ў яго людзі, што мы павінны рабіць. Ён сказаў ім адказ: хто мае 2 вопраткі, няхай аддасць таму, хто не мае. І хто мае ежу, няхай зробіць тое самае.
Пришли и мытники хреститься и сказали ему: «Наставник, что мы повинны робить?» И он отказал им: «Не потребуйте ничего, что больше дозволенное вам». Пытались его так само жаўнеры, кажучи: «А мы что повинны робить?» И он отказал им: «Никого не крыўдзіце, не обвинувачивайте несправедливо и не задовольвайтеся своей платой». Калі ж народ чакаў, і калі ўсе разважалі ў сэрца сваіх пра Яна, ці не Христус ён, Ян адказаў усім: «Я хрышчу вас вадою, але ідзе мацнейшы за мяне, якому я не варты развязаць раменчык на сандалах яго. Ён будзе хрысціць вас Духам Святым і агнём, лапаты ягонае ў руцэ ягонай, і ён ачысціць гумно сваё і збярэш пшаніцу ў свіра свой, а мякіну спаліць агнём непагасным». Шмат чаго іншага прапаведваў ён, абвяшчаючы добрую навіну народу. Гэта слова Пана. Как ваши дела? Хорошо. Да, все. Пойдем, может, домой? Да, все. Что такие грустные? Что случилось? Не выспались? Ну так что уже сколько ж можно спать? Уже пора просыпаться. Хорошо. Кто заметил, что у нас изменилось в костеле? А, как резко, да? Надо было проверить. Ну? Загорелась третья свеча. Смотрите, загорелась третья свеча. А почему все фиолетовые, а она розовая? Кто подскажет? Может, сестра перепутала что-то? Не было третьей свечи такой фиолетовой и решила ставить другую свечку. Ну? Фиолетовая — это последние недели Адвента. Ну, не совсем, смотри. Еще есть четвертая. Почему розовая третья, ну? Потому что после нее рождение Пана Иисуса. Ну да, это уже хорошо, близко. Что еще хочется сказать? Есть руки? О, тут еще есть рука. Эта свеча означает счастье. Близко. Радость. Хорошо, смотрите. Сегодняшняя свеча и сегодняшнее воскресенье, она особенная. Видите, она розового цвета. По сути, видите, какой мне цвет орната? Фиолетовый. Но по сути, сегодня должен быть розовый цвет. Я должен быть сегодня в розовом цвете. Представляете, князя в розовом цвете? Смеетесь. А так, по сути, должно быть. Сегодняшнее воскресенье называется, детки, гаудета, такое латинское слово тяжелое, но оно переводится как радость. И сегодняшнее воскресенье имеет свое название. Воскресенье радости. Мы должны радоваться. Умеете радоваться? Что-то не видно по вас, что вы радостные. Хорошо, смотрите. И эта свеча означает, что уже скоро наступит Рождество, что мы уже должны непосредственно приготавливаться к рождению Иисуса Христа. И смотрите, это то же самое, как вот вы ощущали бы себя, если бы у вас завтра был день рождения. Вот как бы вы себя ощущали? Как завтра у вас день рождения, сегодня вот у вас завтра последний день, завтра же день рождения. Как вы себя ощущаете? Ну? Отлично. Отлично, правда? Кто еще хочет сказать? Ну? Очень радостно. Очень радостно, да? Что еще? Хорошо. Ну, кто еще что? Ну, кто еще хочет сказать? Ну, давай. Отлично. Видите, у вас все позитивные, да? Никто не говорит: не, я сижу, грущу и плачу. Завтра день рождения, буду грустить и плакать. Ты так делаешь? Да? Ну, видно. Нет, все каждый ожидает уже: все, завтра день рождения, уже все. Я уже тут как на иголках сижу. Завтра уже столько подарков, друзей будет. Я уже очень сильно рад. И поэтому третья неделя как раз нас приготавливает. Уже скоро, близко наступит Рождество. И смотрите, в эту неделю радости, да, радость — это не только улыбка, это прежде всего сердце, радость в моем сердце, что я умею делать хорошие дела. И сегодня тоже, дорогие детки, я сегодня кое-что для вас принес. Сегодня мы с вами поговорим о том, как маленькие вещи могут принести много радости и счастья. Смотрите, что это? Спички. Детям? Молодцы, умницы. Так, нельзя баловаться. Смотрите, по сути, скажите, эта маленькая спичка может принести радость? Может, да? Почему может? Если разгорится огонь, будет очень красиво и хорошо, тепло. Тепло, хорошо, правильно. Потому
том, что когда разгорится огонь, можно шашлыки пожарить. Молодцы. Хорошо. По сути, правильно говорите, есть позитивно и негативно, но мы сегодня говорим про радость. По сути, маленькая спичка, она же маленькая, ничего не стоящая, правда? Она одна. Но она может привнести много радости. Если было бы сейчас здесь темно, и мы зажгли бы сейчас, допустим, от этой спички какую-нибудь свечу, лампу, то она бы осветила нам дорогу, правильно? Да. Если бы человек замерзал бы, как уже тут говорили, да, то можно было бы распалить костер, и можно было бы согреться. Смотрите, маленькая вещь, но сколько может принести добра человеку. Смотрите, Тоня тоже приготовил вам еще кое-что. Что это такое, знаете? Конверты, да? Что в конверт вкладываем? Письмо. Молодцы, да, письмо. Ну давай. И деньги. Ну да, как без этого? Хорошо. Ну, у меня здесь письмо. Каждому, я тут 4 письма приготовил. Смотрите, когда наступает какая-то грусть в нашем сердце, да, какая-то трудная ситуация. И смотрите, я сейчас там каждому дам тебе. Держи тебе. Возьмешь? Не боишься? Хорошо. Держи тебе. Держи тебе и держи тебе. Хорошо. Если вам наступает какой-то момент грусти, да, вы печали, и получили бы такое письмо, открывай, прочитай, что у тебя в письме написано. Либо ты кому-нибудь подарила. Что у тебя написано? Ты самая лучшая. Ты улыбнулась бы? Порадовалась бы? Хорошо, держи, дай сюда. Ты самая лучшая. Кто еще? Кого письмо? Держи, что у тебя? Сейчас посмотрим. У тебя все получится. У тебя все получится. Если ты бы что-то переживал, и ты получил такое письмо, ты был бы работ? Хорошо. Что у тебя? Я в тебя верю. Ну, получил бы такое письмо, рад был бы? И? Спасибо тебе. Спасибо тебе за то, что ты делаешь много добра. Хорошо, давайте сюда письма. Смотрите, по сути, ничего не стоит, правда? Но когда вы приходите и говорите хорошие слова своим родителям, давай, сложи потом, кидай. Да? Когда вы пришли бы и сказали бы своим родителям, допустим, спасибо тебе, мама, спасибо тебе, папа, за то, что много для меня делаете. Родители бы обрадовались? Да. Смотрите, по сути, это маленькие вещи, но они делают очень большие радостные вещи, да, для каждого из вас. Для вас особенно, и для тех, кто возле вас, да, для ваших родителей, близких, знакомых и друзей. Если вы видите, что кто-то из ваших друзей, да, печален и грустит, то ваше слово, оно же ничего не стоит. Но для другого человека оно имеет важное значение. И сегодня Евангелие, если вы внимательно слушали, Иоанн Креститель дал нам подсказки, как приготовить наше сердце. Маленькие действия, но приносят огромный эффект. Кто внимательно слушал? Наверное, никто, правда? Конечно. Хорошо, я вам подскажу. Иоанн Креститель, пришли к людям, Иоанну Крестителю, и говорят, что нам делать? А как бы вы подсказали? Завтра Рождество. Что нам делать, чтобы приготовить сердце? Ну? Радоваться. Что еще? Быть счастливыми. Помолиться. Быть happy. Быть хорошим. Смотрите, Иоанн Креститель немножко говорит практические вещи. Он говорит, если у тебя есть 2 рубашки, дай одну тому, кто ее не имеет вообще. Если у тебя есть еда, поделись с тем, кто вообще этой еды не видел. Быть справедливым, быть честным. Смотрите, маленькие вещи, но очень важные. Потому что многие действительно голодают, у многих нету каких-то вещей, каких-то игрушек даже, да, у деток. Чем, что мы можем поделиться, дать другому, принести при этом огромную радость. И поэтому в это воскресенье и всю неделю постарайтесь тоже себе подумать, что мы можем сделать на протяжении этой недели, какой можем сделать хороший поступок. Помочь родителям, может с кем-то поделиться, порадоваться с кем-то, да, и принести улыбку кому-нибудь. Потому что улыбаться – это очень важно. Уметь веселиться, радоваться – это тоже очень важно. Не ходить грустными, а именно радоваться, да, улыбаться, уметь улыбаться, правда? Да, вижу, как улыбаетесь. Хорошо. Поэтому, дорогие детки, в это воскресенье радости, да, постараемся тоже порадоваться, потому что скоро мы здесь на алтаре увидим нашего Господа Иисуса Христа, да, и это очень большая радость для каждого христианина. Поэтому, дорогие родители, дорогие братья и сестры, воскресенье великой радости
тоже мы должны помнить, что христианство — это не религия грусти, что мы приходим, и, понятное дело, у каждого есть свои какие-то проблемы, жизненные проблемы, ситуации. Но святой Павел сегодня во втором чтении как раз об этом и говорит, что за все должны радоваться, за все должны благодарить Бога. Очень сложно, конечно, очень легко радоваться, когда у нас все хорошо. Но святой Павел сегодня говорит, и радуйтесь тогда, когда и плохо, когда приходят какие-то проблемы. Вот научитесь этому радости. Этой радости очень великой, потому что мы доверяем Господу Богу. И поэтому наша религия не основывается на грусти, основывается на любви и радости. Как определяли первых христиан? Тому, как они любили и были счастливы, то есть были радостны. Поэтому ваш пример, ваша улыбка, ваша радость заражает очень многих людей, с которыми вы работаете, с которыми встречаетесь. И этой радостью делитесь каждый день. Аминь. Вызнаем нашу веру, веру в единого Бога. Бога от Бога, святло от святла, Бога сапраўднага от Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакаленне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл. Вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Да Бога, які праз Езуса Христа аказвае свету сваю міласэрнасць, узнясём нашы супольныя просьбы. Молимся за святый костел, как он обещал всему свету вечную любовь Бога, объявленную в Христе. Тебе просим. Молимся за наших бискупов, как Бог допомагал им во всех клопотах. Тебе просим. Молимся за тых, кто в ближайший час прийме сакрамент хросту, как ставши Божьими детьми, и годно прославляли Бога. Тебе просим. Молимся за наши семьи, как панаваў у іх Божий спокой и узрастала взаимная любовь. Тебе просим. Молимся за жанчын, якія чакаюць з'яўлення на свет зачатага ў іх жыцця, каб яно было для іх крыніцаю сапраўднай радасці. Тебе просим. Молимся за нас, сабраных на вячэры Пана, каб мы умелі дзякаваць Богу таксама за хвіліны выпрабаванняў і цярпеннем у нашай жыцці, необходных для нашего очищения. Тебе просим. Молимся у інтенції Святої Мши за померлих Шавіра Яніну, у другого годовину по її смерті, Генриха, Віктора, Тадеуша, Юхневича Яніну, Тадеуша і усіх померлих з гэтых сямей, каб добрый Бог увел их в владарство небесное. Тебе просим. Усемогутный Боже, выслухай наши молитвы и учини, каб усе люди шчыра поверили у Тебе и верою выконывали Твою волю, праз Христа, Пана нашего.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу веру принял Пан Бог Всемогутный. Святость Твоей, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и себя Христос. Дозволь нам, Пане, за данным сердцем складать Тобі нашу веру, у яку сповняється охаристична таємниця, и дай, каб она здійснила у нас плен Твоего збавлення, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, угору серця. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче, Усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пры першым сваім прыйсці з пакораю, прыняўшы цела, выканаў Твоё спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе узянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, Усемагутны Божы. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх. Зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Чаем смерць Твою, Пане Езу, знаем Твоё воскресение и читаем Твоего истину. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по усім свете. Удосконали его в любови, разом с Папом нашим Франциском, Біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули надей на воскрешение, и про усіх, хто у Твоей ласце дышаў з гэтага свету,
і дазволім убачыць святло обличчя Твайго, просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужили удзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Панны Марыі, святым Юзефам яе абраннікам і са святымі апосталамі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи збавенные заповеди и Божие наставление навучены, осмеливаемся казать. Просім Цябе, Пане, збав нас від усього злога. Дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від греху і заковані від усілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пристя збавця нашого Єсуса Христа. Твоє владарство. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый сходно с Твоей волей, одарить Его с упокоем и едностью, які живеш и володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленный, покликанный на вечеру ягоную. Как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь здоровлена душа моя.
помощь Твоя.